В эфире Абхазского телевидения информационно-аналитическая программа «События недели». В студии Ирина Аршба. Здравствуйте. На этой неделе в республике было немало интересных и заметных событий, на которых мы могли бы заострить свое внимание. Однако наша сегодняшняя программа в виде исключения посвящена событию, которое еще только предстоит отметить. 6 ноября исполняется 40 лет со дня первого выхода в эфир Абхазского государственного телевидения. Именно в этот день, 40 лет назад, в каждом доме, в каждой абхазской семье с экранов телевизоров впервые прозвучала Хулыбзиевка. О развитии и становлении АГТРК, о первых днях работы канала, о том, каково было поднимать абхазское телевидение после Отечественной войны народа Абхазии, мы поговорим немного позже с гостем нашей студии. А сейчас Кама Адлиба напомнит о наиболее ярких и заметных событиях уходящей недели. 30 октября в республике отметили День памяти жертв политических репрессий. В Абхазии памятник репрессированным был установлен в октябре 2011 года, спустя 50 лет после реабилитации многих жертв сталинских репрессий. К памятнику жертвам политических репрессий в Сухуме возложили цветы спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Валерий Бганба, общественность столицы. В Абхазии более 7 тысяч человек стали жертвами политических репрессий 30-40-х годов 20 века. С 1937 по 1942 годы была уничтожена почти вся научная и творческая интеллигенция республики. Были убиты также зажиточные крестьяне. Годы сталинских репрессий навсегда вошли в историю Абхазии как одни из самых трагических. А на бывшем расстрельном полигоне НКВД СССР «Коммунарка» под Москвой состоялось открытие мемориала «Стена памяти», посвященного жертвам политических репрессий. По данным историков, здесь были убиты от 10 до 11 тысяч человек. Среди имен расстрелянных политических заключенных на мемориале указано имя известного абхазского революционера Ефрема Эшба. Очередное заседание Кабинета министров состоялось во вторник, 30 октября. Кабинет министров одобрил проект республиканского бюджета на 2019 год. Кроме того, были рассмотрены также проекты бюджетов Фонда репатриации, Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, Пенсионного фонда и Фонда обязательного медицинского страхования. Министр финансов Джансук Нанба, представляя проект бюджета на 2019 год, отметил, что, несмотря на то, что планируемый доход этого бюджета в сравнении с 2018 годом на 25 миллионов рублей больше, прогнозируемый дефицит составляет 121 миллион 196 тысяч рублей. В Сухуме начались профилактические работы по борьбе с пальмовым долгоносиком. Специалисты обрабатывают макушки пальмовых насаждений ядохимикатами. Несколько пальмовых деревьев, произрастающих по проспекту Леона, пришлось спилить, чтобы обезопасить соседние деревья. Созданная при правительстве специальная комиссия в столице начала обработку пальмовых деревьев пестицидами. Впервые в Абхазии очаги заражения пальмовых насаждений были выявлены в Гагарском районе в 2016 году. Красным пальмовым долгоносиком уже уничтожена большая часть насаждений вокруг пансионата «Солнечный». Возле знаменитого ресторана «Гагрыбш» вредитель также уничтожил несколько вековых деревьев. Специалисты отмечают, что для полного уничтожения пальмового долгоносика разовой обработки деревьев недостаточно. Профилактические мероприятия необходимо проводить раз в 2-3 месяца. В 2019 году в городах Пицунда, Гудаута и Новоафон тоже будут начаты работы по уничтожению пальмового долгоносика. Министерству здравоохранения Абхазии исполнилось 25 лет. В Государственной филармонии имени Раждена Гумба состоялся праздничный концерт, посвященный юбилею ведомства. Поздравительный адрес от имени президента Рауля Хаджимба зачитал премьер-министр Абхазии Валерий Бганба. Также указом главы государства ряду медработников за многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения Абхазии было присвоено почетное звание «Заслуженный медицинский работник» и «Заслуженный врач Республики Абхазия». Праздник армянской культуры Амшен состоялся в селе Махадыр Гагарского района. Сотни людей пришли поучаствовать в этом ежегодном мероприятии. Фестиваль наполнен культурой и традициями амшенских армян. Здесь представлены различные бытовые предметы, используемые в народе, работы мастеров прикладного художественного творчества и многое другое. Фестиваль посетили президент Рауль Хаджимба, спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Валерий Бганба, депутаты парламента, общественные деятели, гости из-за рубежа. В рамках мероприятия глава государства вручил медали за победу ветеранам Отечественной войны народа Абхазии. В
Сухуми в здании Абхазской национальной библиотеки имени Ивана Папаскира состоялось официальное открытие офиса уполномоченного по правам человека. 2 года институт осуществлял правозащитную деятельность без офиса. Несмотря на это, омбудсмен по телефону принимал обращения граждан, посещал СИЗО МВД, многодетные семьи. На сегодняшний день штат сотрудников Института уполномоченного по правам человека составляет 6 человек. 2 ноября на площади перед Абхазским драмтеатром прошел фестиваль дружбы народов. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства России. Организовало мероприятие представительство Россотрудничества в Абхазии. Фестиваль дружбы народов включил в себя ярмарку, арт-маркет и праздничный концерт. В концерте приняли участие артисты и коллективы из Абхазии и России. В программе концерта были творческие выступления, интерактивные игры и конкурсы на национальную тематику. Значимое событие для пенсионеров и людей с ограниченными возможностями развития состоялось на этой неделе. Сухумский собес начал работать в новом здании. В день открытия Управление социального обеспечения посетили министр труда, занятости и соцобеспечения Руслан Аджба, глава администрации города Сухум Адгур Харазия. А руководитель АИС Алхас Тхагушев назвал это событие хорошим примером взаимодействия власти и общества. Подробности в материале Ренаты Шакая. Управление расположено на 1-м этаже здания. Здесь нет высоких лестниц. Предусмотрены пандусы, широкие дверные проемы без порогов. Большой зал, а это около 250 квадратных метров, разделен перегородкой и служит приемной. Здесь 9 кабинетов, оснащенные компьютерами, широкий просторный коридор и 3 туалетные комнаты, в том числе и для людей с ограниченными возможностями. Все помещение занимает около 800 квадратных метров. В новом здании установлена система электронного учета, что позволит людям дожидаться своей очереди в комфортных условиях. Клиент 15, пройдите к окну 7. В этом здании также располагается управление образования города и очно-заочная школа. Но для собеса отдельный вход со стороны улицы Дбар, что позволяет людям с ограниченными возможностями без каких-либо проблем попасть в здание. Было совещание у инвалидов по инициативе организации инфосодействия. Тхагушев собирал нас, и там были приглашены люди, специалисты из Москвы, где они рассказывали о том, как создается среда для инвалидов. И возник вопрос о здании тоже, о том, что здание, где принимают инвалидов, где оформляются документы, оно неприглядное и очень неудобное. В течение года мы этим занимались, и, как видите, сегодня мы открываем вот это новое место, где созданы все условия. Я очень благодарен тем рабочим, которые этим занимались, строителям. Они от души подошли к этому вопросу. Хочу сказать, что даже вот площадка, там бордюры, те, кто делал асфальт, они сами за свой счет уложили бордюры. То есть каждый старался, помимо выделенных денег, еще внести свою лепту и что-то сделать хорошее для инвалидов, чем-то помочь им. Директор Ассоциации инвасодействия Алхас Тхагушев выразил надежду, что многие возьмут пример с администрации столицы, и тогда общими усилиями системно можно будет решать все вопросы. По словам Алхаса Тхагушева, сегодняшнее событие – пример успешного взаимодействия власти и общества. Поэтому у нашей страны есть шанс создать доступную среду для людей с ограниченными возможностями. Вот сегодня городская власть показала, что это можно делать в достойных условиях. Можно прийти, нигде не суетиться, в очередях не стоять, нервы свои не тратить. Достойно, спокойно человек прожил жизнь. Он отдал все своей стране. Он может в достойных условиях прийти и получить свою пенсию, оформить эту пенсию, оформить пособие какое-то. И если мы для этой категории людей вот так не будем относиться к нашей стране, значит, у нас и страны по сути нет. А сегодня мы показали всем, что она у нас все же есть. И это знаковое событие, это надежда на то, что в этой сфере у нас произойдут серьезные радикальные перемены. Когда хотим, мы все можем. Вот что показал этот пример, вот это событие. Я благодарю
городскую администрацию, благодарю представителей Собеса. Я благодарю за то, что мы смогли эту гору свернуть. Мы смогли ее повернуть в том направлении, в котором нам нужно было. Потому что очень часто сегодня в нашем обществе люди обсуждают, не от хорошей жизни мы это обсуждаем, что оказывается мы ничего не можем. Мы все можем, когда хотим, когда мы объединяем усилия. В данном случае я могу сказать так, что общественный сектор наш, государство, люди, представляющие разные сферы, мы объединились. И мы получили результат. И нам нужно, конечно, чем больше мы будем вот так взаимодействовать, тем больше у нас в стране будет таких позитивных событий. Спасибо огромное всем. Уже бывшее помещение управления социального обеспечения столичной администрации по улице Имама Шамиля доставляло массу неудобств жителям города. Во-первых, из-за его расположения, а также тем, что там не было никаких условий, чтобы пенсионеры и люди с ограниченными возможностями могли дойти до нужного кабинета. В старом помещении Собеса, не говоря уже о высоких ступеньках и узких коридорах, при больших очередях люди просто теряли сознание из-за замкнутого пространства. Теперь все это в прошлом. Сегодня сотрудники Сухумского городского управления социального обеспечения вспоминают обо всех неудобствах с улыбкой. Сейчас у нас, как видите, светло, тепло. Девочки все находятся в кабинетах просторных, где можно разместить все имеющее и оборудование, и пенсионные, и личные дела пенсионеров. В основном подготовлено помещение для работы с пенсионерами, для детей, которые приходят сюда. Имеются пандусы. Раньше невозможно было пенсионеру, инвалиду, колясочнику подняться в собес или матери с ребенком с коляской зайти, чтобы получить какое-либо пособие. Сейчас созданы все условия. Особой гордостью нового помещения Собеса является архив. Теперь все документы расположились на специальных стеллажах. В тех условиях, в которых мы работали, у нас архива как такового не было. Там были просто, которые мы могли сколотить, полочки в закрытом помещении. Сейчас у нас новые полки и помещения в 100 квадратных метров для архива, где каждое дело имеет свое место. В скором времени начнется регистрация пенсионеров. Всю эту процедуру пожилые люди теперь будут проходить в новом современном помещении, в котором созданы условия для людей с ограниченными возможностями. Рената Шакая, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. А теперь к главной теме сегодняшней программы. 6 ноября у Абхазской государственной телерадиокомпании день рождения. Нам исполняется 40 лет. День рождения – это, конечно, праздник, но, как говорят мои коллеги, у телевизионщиков не бывает праздников и выходных. О тяжелых и иногда радостных буднях сотрудников АГТРК, о тех, кто в кадре и за кадром, кто каждый день с утра до вечера трудится, чтобы донести до вас, дорогие телезрители, важную информацию и не только, в репортаже «Белой кварти». Первая передача абхазского телевидения вышла в эфир 6 ноября 1978 года. Ровно в 19 часов на телеэкранах появилась заставка с видом столицы республики. В этот день во всех уголках Апсны с голубого экрана впервые прозвучали такты известной народной песни, ставшие позывными передач. И на абхазском языке родились слова «Добрый вечер, дорогие телезрители Абхазии». О славных страницах истории абхазского телевидения говорилось не раз. Его сотрудники, личности с большой буквы, формировали образ канала, оплота и центра национального самосознания абхазского народа. В разные годы своей истории телевидение Абхазии влияло, воспитывало, звало в бой. Но за это время, за такой немаленький промежуток времени, было сделано немало на абхазском телевидении, но забегая вперед, хочу вам сказать, что предстоит сделать еще больше. Потому что все-таки телезрители тоже требуют и новую картинку, новую передачу, освежить нужно. В принципе, это нормальное явление. Мы будем стараться двигаться в этом направлении. Несмотря на зачастую скромные ресурсы, порой буквально на энтузиазме сотрудников, творческого и технического персонала, телевидение ставило и выполняло важнейшие для общества задачи. Однако прогресс не стоит на месте. Вместе с ним меняется и телевидение. Отвечать всем современным техническим требованиям не просто, но необходимо, ибо без современного оснащения нет и телевидения в полном смысле этого слова. В этом году руководство канала сделало важные шаги в этом направлении. В частности, не так давно на абхазском телевидении обновлен сервер. Теперь зрители канала смогут смотреть программы телевидения в высоком разрешении.
В ближайшее время абхазское телевидение будет вещать в цифровом формате. Это вот, как в народе говорится, там HD, кто-то говорит HD, но телевидение высокой четкости называется. Мы, в принципе, технически готовы, сервер приобрели. Благодаря руководству страны хотел бы президента поблагодарить за оказанную финансовую помощь. 8 миллионов у нас ушло на приобретение сервера. Сервер очень много технических возможностей имеет. Те люди, которые пользуются цифровым телевидением, то есть абхазское телевидение смотрят с помощью цифрового телевидения, они будут смотреть в HD формате. И люди, телезрители, которые смотрят нас в интернет-пространстве, тоже будут смотреть в HD формате. Когда-то, я надеюсь, те, которые смотрят в аналоге, то есть это обычная антенна, когда-то, когда у нас поменяются передатчики все, то есть это уже управление связи к этому имеет отношение, тогда уже и все население страны будет смотреть нас в HD формате. Кроме обновления сервера, планируется ремонт новостной студии. Ориентировочно он пройдет в следующем году. Под вещание из новой студии уже создан и новый логотип телевидения. Кроме того, продолжится ремонт и на 4-м этаже главного здания. Благодаря этому в 2019 году появится больше места для персонала телевидения и еще одна большая студия для съемок передач. Еще один важный шаг – приобретение так называемой чемоданной ПТС. Все знают, что у нас есть передвижная телевизионная станция, это наша машина. Она уже, к сожалению, тоже нуждается в реорганизации, в модернизации, вернее. И вот мы приобрели там 4 камеры, соответственно, пульт управления, пульт, который позволяет одновременно подключить 8 камер, то есть это тоже для нас впервые такое новшество. Но и причем он удобный очень, то есть он мобильный, его можно будет как-то быстро собрать, поехать там то или иное, не просто концерт, а любую авторскую передачу, там минимум 3 камерами снять. И то есть, соответственно, если мы до этого снимали 1-2 камерами, а здесь есть возможность 3, а есть возможность 4. Это уже зависит от режиссера, как он будет планировать съемку. То есть, чем больше камер, чем больше планов, соответственно, тем интереснее передача. У абхазского телевидения были и тяжелые времена, и периоды подъема. Расширялась тематика программ, увеличивалось время вещания. На телеканале сменялись поколения. Сегодня здесь работают и ветераны, люди с бесценным опытом, и совсем молодые сотрудники, которые делают только первые шаги в журналистике. Было волнительно в первые дни, вот я буду сейчас выезжать на съемки, как мне писать текст, что пустить в начале. Со временем как-то волнение прошло, и сейчас, когда я еду на съемочную площадку, я уже как-то, в принципе, знаю заранее, как я буду строить свой сюжет. Чтобы собрать 3-минутный сюжет, мы, все девочки, которые работают в Ньюзруме, мы здесь находимся на работе с 10 утра, бывает даже до 8 вечера. Это может быть сложно поверить зрителю, что вот именно маленький 3-минутный сюжет мы так долго собираем. После того, как мы пришли со съемок, мы, естественно, загоняем материал, уже пишем текст, работаем над синхронами, а уже далее монтаж. И бывает случаи, когда мы просто еле-еле успеваем к эфиру, и такие тоже бывают. Конечно, очень работа интересная. Каждый день это новые лица, и думаю, что я выбрала ту профессию, которая мне все-таки по душе. Гордость и краса любого телевидения – дикторы. На абхазском телевидении дикторы не просто читают перед камерой редакционные тексты, они освоили профессию корреспондента, ездят на события, создают собственные тексты. На краткий момент оказавшись в руках стилиста, порой прямо со съемочной площадки, ведущие АТ занимают место в студии новостей. Совмещать, наверное, сейчас уже несложно мне, потому что я уже привыкла к этому. Это уже, как я сказала, часть моей жизни и определенный опыт, который накоплен мною за уже 8 лет. Все-таки я уже 8 лет работаю на телевидении, он какой-то отпечаток, конечно, накладывает. И работа диктора тоже по-своему сложная, потому что каждый день я должна быть в форме. Мое плохое настроение, мое какое-то плохое самочувствие, оно не должно отражаться на моей работе, на моей улыбке перед телезрителями. И в то же время я работая журналистом, сталкиваюсь тоже с разными людьми, бывают разные ситуации, когда действительно сложно сохранить такое настроение, которое нужно будет передать зрителю, чтобы правильно преподнести ему ту информацию, которая у меня есть, да.
Авторские программы – высший пилотаж телевизионщика. И текст, и картинка, и дух повествования – все здесь подчинено одной цели – передать суть явления, самобытность личности, поставить нужные вопросы и продемонстрировать всю многогранность мира. И этой своей цели журналисты беззаветно преданы. Часто я задумывалась, что самое интересное вот в моей работе. И я пришла к выводу, что самое интересное в моей работе – это люди. Это те люди, с которыми я знакомлюсь, с которыми я общаюсь. Они мне приносят вот колоссальное удовольствие. Потом, после того, как фильм, съемки завершаются, я с ними дружу, я с ними общаюсь и поддерживаю отношения. По-моему, это самое замечательное, что есть в этой работе. Свой проект я все-таки уже в этом году завершаю. И мне придется начать новый проект. Не знаю, может это фильм, пока не могу сказать, но что-то обязательно будет. Главное на телевидении – картинка, то есть видеоряд. Именно он несет на себе основную нагрузку при передаче информации. Картинка должна быть понятной, интересной. Ради этого операторы телеканала оттачивают свое мастерство, постигая тонкости видеосъемки. Ведь именно их глазами телезритель видит происходящее в стране события. Творчество мне близко, оно вообще и по душе, и мне нравится вот съемки, снимать, переводить это в цифру, на видео мне очень нравится. Трудность операторская заключается в том, что, во-первых, быстрое реагирование, вот именно быстро передвигаться, раз, потом быстро улавливать ту картинку, которую ты видишь глазами. Мало того, что глазами, еще мозгами принимать эту картинку и передавать на ленту. Момент такой присутствует, если журналист с оператором найдет общий язык, это все. Согласие, если между журналистами и оператором есть, будет хороший сюжет или передача. Большие программы, интервью, новостные сюжеты. Для выпуска их в эфир порой приходится сидеть с утра до вечера, и часто не один день. Гонкой на скорость и мастерство порой становится процесс монтажа, выдержать который способны лишь профессионалы, люди, преданные своему делу. У нас очень сложная работа. Мы остаемся иногда допоздна, до 10 вечера, иногда до 11, иногда и в 6. В общем, зависит от того, что сегодня происходит в стране у нас. Потому что оператор снимет, корреспондент напишет текст, но монтажер тоже должен поработать над этим текстом, над этими кадрами. Естественно, зависит много. Если оператор снимет нам сегодня материал, преподнесет очень красиво, красивые кадры снимет, то, естественно, мы также и преподнесем очень красиво, как положено. Хотя очень сложная работа, но при всем при этом мы все работаем, любим свою работу. Чтобы телевидение было интересно зрителю, каждый сезон открываются новые программы. Проекты на разные темы, отражение спектра интересов нашего общества. От политических до передач об искусстве, от научно-познавательных до развлекательных программ. В ближайшее время появятся 3 новых проекта. 2 с элементами шоу на абхазском языке и авторский проект Валерия Кураскуа с обсуждением самых разных тем. Под него уже создана так называемая локация. Я должен сказать, что вот сейчас череда новых проектов будет у нас на телевидении, в том числе и вот сейчас мы стоим на фоне новой декорации, которую нам пришлось очень долго собирать, потому что тоже и финансово, и по техническому оснащению это тоже было сложно. Но дело заключается в том, что, конечно, сейчас мы сделаем уже, наверное, шаг вперед, потому что сумели все-таки приобрести новое оборудование, новые камеры, и теперь стали мы более мобильными, и проекты будут тоже более уже, с точки зрения современности, совершенными. И мы, я думаю, что сможем сделать такой, может быть, не особенный какой-то шаг вперед, но продвижение вперед будет. Конечно, это очень трудоемкий процесс вообще создания телевизионной программы. Он требует как и каких-то особых интеллектуальных вообще таких напряжений, так и финансовых. Некоторые программы, конечно, были удачные. Я думаю, что таких программ было много. Некоторые ток-шоу были очень удачные, некоторые ведущие себя хорошо зарекомендовали. Много было
ну, интересного. Сейчас, конечно, я не буду кого-то особенно выделять. Вы знаете, народ очень чувствительный, телевизионщики. Только год, как на телевидении создана дирекция развлекательных программ. Уже увидели свет проекты, которые получили достаточно высокий отклик у зрителя. Впереди у создателей развлекательных программ много планов. По словам главы дирекции Дамея Чанба, главное, чтобы продукт отвечал требованиям профессионализма и был не скучным. На самом деле многие проекты, которые мы уже осуществили, которые уже и прошли свой цикл и идут, текущие проекты, они довольно-таки заняли свою нишу в эфирной сетке ГТРК. Это можно говорить и о проекте «В гостях у нартов», который у нас шел по воскресеньям. Это можно говорить о проекте «Аман». У нас на детекторе лжи побывало очень много интересных людей, ведет Анна Гуния. Сейчас мы запустили проект, который называется «Ажур Хмар». Это аналог проекта, если кто-то смотрел на Муз-ТВ «Крокодил», когда жестами и чем угодно, только не говоря, объясняешь слова. Он на абхазском языке. Мы рассматриваем все идеи. У нас, так скажем, любой может подойти, предложить, мы сидим вместе, обсуждаем. На Ныкера очень хороший проект сейчас, уже, скорее всего, он уже будет идти, когда это покажут в эфире. Хочется отметить еще один проект. Айнар Гармеля, будучи редактором в нашей дирекции, предложил, и мы запустили такой известный проект, который был на канале Travel Adventure «Дорога в школу». Французский проект, мы его перевели полностью на абхазский язык. Был цикл показов, цикл передач, тоже хорошо воспринят аудиторией. Хочется просто делать множество проектов, чтобы не было, самое главное, чтобы не было проблем в их реализации. Для того, чтобы выпустить в эфир готовый продукт, необходима работа всей команды. От человека, который набирает тексты, до сотрудников, выпускающих продукцию в эфир. Малейший сбой в этой цепочке сказывается на результате. Хороший текст может испортить невыразительная картинка. Классные съемки, плохой монтаж. Вклад каждого участника команды равноценен. Самое сложное, наверное, все-таки это подготовка эфира. Это каждый день сетка вещания, которой мы, естественно, все, не только руководитель к этому имеет отношение, то есть новостная служба, есть и тематические дирекции, которые формируют, есть у нас и утренняя, естественно, передача «Щичебезе», которая формирует в целом эфир. Соответственно, к этому очень сложно и трепетно подходить. Я хотел бы поздравить всех сотрудников нашей компании с юбилеем, с праздником. 40 лет нам исполняется 6 ноября. 40 лет телевидения – определенный рубеж. Оглядываясь назад, мы учитываем неоценимый вклад людей, усилиями которых появилось абхазское телевидение, профессионалов, которые создавали вещание, сотрудников, которые не жалели ни времени, ни сил, чтобы поднять его уровень, героев, отдавших своей жизни, выполняя свой журналистский долг. Ценить и учитывать весь этот опыт и соответствовать ему – обязанность каждого сотрудника абхазского телевидения. И без преувеличения можно сказать, что каждый, кто здесь работает, осознает эту ответственность, быть достойным прошлого нашего телевидения и развиваться ради будущего. Белла Кварча для событий недели. В преддверии празднования 40-летия со дня основания главного телевизионного канала страны у нас в гостях журналист, который пришел на абхазское телевидение одним из первых. Был главным редактором, а в сложное послевоенное время председателем гостелерадиокомпании. Гость нашей студии – поэт, публицист и государственный деятель Владимир Зантария. Владимир Константинович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы пришли на абхазское телевидение практически сразу же после его основания. Насколько важным для вас лично стало это событие? Это было и для меня лично, и для моих друзей, представителей абхазской интеллигенции, поистине эпохальное событие. Потому что вы, наверное, хорошо знаете предысторию о открытии абхазского телевидения. Этому процессу предшествовали письма видных представителей абхазской интеллигенции, но телевидение наше, явилось результатом национально-освободительной борьбы абхазского народа. И так разворачивались события, так сильно захлестнула волна
национально-освободительного движения всю нашу республику, что сюда, в Абхазию, в Сухум, вынужден был приехать секретарь ЦК КПСС Капитонов. Представляете, это на огромном, можно сказать, безмятежном пространстве, контролируемом спецслужбами СССР, чтобы приехал секретарь ЦК, какая была быть заложена здесь мина замедленного действия. И вот в результате этого был открыт Абхазский университет и было открыто Абхазское телевидение. Тбилисская метрополия, конечно, контролировала этот вопрос, потому что Тбилисская метрополия знала, что если будет у нас такой важнейший идеологический инструмент, как телевидение, что это, конечно, произведет перелом в национальном самосознании народа. И в итоге наш народ, наша интеллигенция, те, кто, рискуя своей карьерой, своими судьбами, добились принятия постановления ЦК КПСС Совета Министров СССР о мерах по социально-экономическому и культурному развитию Абхазии, приблизительно так называлось. Вот в результате этого постановления у нас появилась возможность открыть студию. Но оно сначала работало по временной схеме Абхазское телевидение. Не давали нам возможность, допустим, 2 или 3 часа выходить, хотя и у нас у самих технических возможностей не было. Мы работали по временной схеме, насколько я помню, по 30 минут всего в день. Ну вот хотелось, чтобы вы немножко поподробнее рассказали нам, каким было то время, как набирали сотрудников на работу, Ира. Насколько сложно или легко было работать национальному телевидению? Легко было в том смысле, что у нас была эйфория, потому что люди, которые столько лет ждали, так выстрадали свое национальное телевидение, им очень хотелось на энтузиазме, на таком порыве душевном, но даже на зарплату, на уровень материальной обеспеченности никто не смотрел, потому что это было что-то такое, знаете, то, чего ждали годами. Но в то же время было нелегко, потому что сложно, потому что пока еще все-таки контролировалось это все оттуда, и нам указывали, приходилось нашим техническим работникам, инженерам ездить в Тбилиси, согласовывать какие-то вещи. Они не выпускали из поля зрения, работали под сильным прессингом ЦК Компартии Грузии, там, высших органов власти Грузии. Но первым председателем у нас был Шамиль Хусейнович Пилия. Я не буду всех перечислять, потому что очень много людей работало, ветеранов телевидения, которые имеют огромные заслуги в процессе формирования нашего национального телевидения, потому что даже одной передачи не хватит, наверное, чтобы перечислить всех, кто имеет огромные заслуги перед национальным телевидением. Но Шамиль Хусейнович был очень уважаемый человек, уважаемый журналист, человек, который в загранплавании был более 9 лет помощником капитана корабля по политчасти. Человек уважаемый. И знаете, когда тбилисские эти деятели начинали какие-то вопросы излишние вмешиваться в нашу работу, контролировать, он открыто выступал на пленумах, даже вызвав гнев секретаря ЦК, я помню, даже Хабиишвили, сказал, что этот Пилия, он как бы политический человек, который неправильно, как бы не умеет соблюдать этикет и прочее. Но Шамиль Хусейнович был очень смелый руководитель, и это во многом помогло быстрее реорганизовать, наладить. Он ездил напрямую в Москву, связывался с руководителем Гостелерадио СССР, приглашал их сюда. И он уже через Москву начали решать наши вопросы. Лимиты выбивали, потому что телевидение, оно нуждалось в очень сильных кадрах, да? Особенно то есть это технических кадрах, инженерно-технических, потому что журналистов хватало. Правда, газетчиков наших приходилось как бы готовить уже с учетом специфики телевидения. Вначале у нас даже не было никаких возможностей снимать на видео. Мы снимали на фото и делали фотосюжеты, вот так выходили. Но интересно было все равно. Ездили с операторами, снимали в деревнях, в районах, по городам и весям Абхазии ездили, делали очень интересные фотосюжеты. Народ ждал появления абхазского телевидения каждый день. Я не знаю, жадно впитывал в себя любую информацию. Людей
общественность наша не интересовала, насколько технически квалифицированно, профессионально мы подходим. Вот так, понемногу. Потом а как набирали сотрудников? Конкурс какой-то проводился? Да, был конкурс. Какие-то критерии предъявляли? Здесь проходили экзамены, направляли в города бывшего СССР, там, кого-то в Харьков, кого-то во Львов, кого-то в Москву, по самым разным направлениям и специальностям, потому что вы хорошо знаете, работая здесь долгие годы, что телевидение, но очень такое многопрофильное, многопрофильная такая отрасль, где требуются и операторы, и инженеры, и монтажеры. А какие у нас были примитивные монтажные столы, я помню. Это сейчас цифровое появилось. Ну, на тот момент они, наверное, были самые современные. Они были очень востребованные. Да, и работники наши первые, которые были набраны, они, не знаю, столько проявили патриотизма, преданности. Приходилось даже до ночи, до 12 часов, до часу работать. И люди пришли, молодые специалисты пришли, начали работать. А журналисты, они тоже поднаторели, больше стали проявлять профессионализма. Все редактировалось, все пропускалось через сито, как говорится, каждое слово, на каждых летучках, я помню, все, каждое слово, каждая пропущенная ошибка, пусть даже корректурная, какой-то, у нас были словари ударений, у нас была справочная, где мы учились, мы фактически с нуля начинали все, и тогда была цензура, все это проходило через обком партии, там было управление по, как главлит назывался, главлит, без утверждения микрофонных папок не выпускал в эфир ни одну передачу. Это все очень строго контролировалось. Ну, наверное, и за каждую ошибку в эфире тоже очень строго наказывали. И за каждую ошибку, но они за политикой следили. Потому что Абхазия оставалась под контролем Грузии, несмотря на то, что произошла настоящая революция в 1978 году. Но Грузия же продолжала все контролировать, и экономическое направление, и политическую деятельность. Даже учебники наши утверждались в Тбилиси, издавались в Тбилиси. Здесь невозможно было историческую литературу издать без контроля, без цензуры. Все это мы прошли, ну и телевидение так, но все-таки на телевидении было очень много смелых передач. Несмотря на то, что вмешивались там какие-то люди, и Тбилиси контролировала по-своему, очень много смелых передач, потому что коллектив был новый. Люди уже могли постоять за каждую свою передачу. Я помню, такой дух был и такой был порыв. Радио тоже за счет того, что у нас открылось телевидение, там все-таки больше появилось и технических возможностей. Они были неразрывные, и радио, и телевидение. Тем более радио имеет огромную предысторию. Оно еще в 30-х годах было создано, более 85 лет функционирует. И я помню, Владислав Григорьевич говорил, что вот надо всегда уделять большое внимание радио, независимо от того, оно входит в гостелерадиокомпанию или нет. Поэтому а в 1989 году, когда первые столкновения произошли... Да, вот я хотела спросить, вы были как раз главным редактором тогда. Я был главным редактором. И какие вот основные трудности, вот с чем вы столкнулись в своей работе вот в такое сложное время? Мы столкнулись с тем, что в 1989 году как будто бы шло, в общем-то, несмотря на напряженность общественно-политической ситуации, телевидение работало в мирном русле, шла работа телевидения, да, спокойном, более или менее. Хотя вот эти все выступления грузинских неформальных организаций, которых здесь очень много, потом оказалось даже трудно было пересчитать, то столько было разных неформальных экстремистских организаций, не давали. А грузины по национальности работали на телевидении? Да, на телевидении не было грузинской редакции, но на радио оставалась грузинская редакция абхазского радио. Она входила в общую систему гостелерадиокомпании, гостелерадиокомитета тогда. Они здесь были, но на телевидении у них не было редакции, потому что они фактически препятствовали открытию. Я не имею в виду рядовых сотрудников, Грузия препятствовала, и мы не могли позволить себе такую роскошь, чтобы еще им грузинскую редакцию телевидения открыть. Конечно, это было непозволительно и не допускали, но когда в 1989 году на почве разделения Абхазского государственного университета по национальному признаку, когда вскрыто было принято распоряжение Совета министров Грузии об открытии здесь Тбилисского филиала, Сухумского филиала Тбилисского государственного университета, и произошло столкновение
межнациональная конфронтация усилилась, мы оказались единственным источником телевидения и радио, которые могли что-то дать, какую-то информацию нашему народу. Достоверную информацию. Да. Понимаете, погибли люди, страшно угнетала ситуация сложившаяся. Надо было, чтобы кто-то выступал, что-то говорил, подбадривал народ. Вот это Моамбе, так называемое грузинское телевидение, информационный выпуск грузинского телевидения, они буквально грубейшим образом подвергали фальсификации всю нашу историю, всю нашу этнографию. Это шло и по телевидению, и в газетах грузинских, когда распространялись вот эти лозунги о том, что Грузия только для грузин, Грузия неделима там, и прочие территориальные целостные, всякие вот эти националистические лозунги, мы вынуждены были даже отвечать информационным выпуском тбилисского телевидения. Получается, с 1989 года абхазское телевидение практически стало независимым. Оно уже не подчинялось Грузии и не контролировалось информационная грузинским война правительством. пошла между абхазским телевидением, грузинским телевидением. Я это сейчас как хорошо помню, потому что мы и ночью дежурили здесь. А когда пролилась кровь, когда вот это столкновение произошло, несмотря на то, что Шеварднадзе находился там, был членом политбюро, там многие грузинские чиновники контролировали ситуацию в Абхазии, все равно информационный прорыв произошел. Это было, понимаете, таким событием, что нельзя было не освещать. И вот роль абхазского телевидения, как главного информационного источника в то время, тогда очень ярко проявился. И журналисты возмужали, и журналистки, и радио. Мы все вместе работали, и вместе с гостями, которые приезжали. Я не знаю, это было особое событие, наверное, достойное того, чтобы отдельно осветить этот период. И с этим опытом наработанный мы вошли в эту страшную историю, трагическую, в грузино-абхазскую войну. То есть наши журналисты, когда начали освещать военную тему, они уже были как-то, вот, у них определенный опыт был накоплен в силу того, что в 1989 году произошли такие события. И вот, а потом уже во время войны, вы сами знаете, сколько людей и погибло у нас. Я преклоняюсь перед памятью всех наших ребят, коллег, сотрудников абхазского телевидения, которые взяли в руки оружие и пошли воевать. И операторы, которые погибли. Это просто особая история нашей, не только телевидения, всей нашей страны. Там закладывались основы независимости. Тот архив, который они создали, наши ребята, это бесценный архив, надо беречь каждый кадр, все, что по крупицам было собрано. После Отечественной войны народа Абхазии вы возглавили ГТРК. Сложное послевоенное время, разруха, практически вот полуразрушенная телевизионная станция. Да. Как удалось в таких непростых условиях возобновить эфир? Ведь абхазское телевидение, насколько я помню, ни на один день не прекращало свое вещание. Вы правильно сказали, Ирина. Дело в том, что я даже помню такой случай, очень интересный, кстати. Шла война, еще это где-то там, начало 93-го года. Уже было ощущение того, что мы все-таки преодолеем эти трудности, что грузины будут изгнаны, грузинские войска с территории Абхазии, что мы вернемся в Сухум. Этим жили и бойцы, и журналисты, и все. И Владислав Григорьевич как-то получил информацию о том, что наши вот эти передающие станции, они в плохом состоянии техническом. Мы во время войны репортажи о событиях на фронтовой зоне, в зоне боевых действий и прочее, вот это все, что посылали в Москву на разные телевизионные каналы, осуществляли через действующие вот эти передающие станции в Пицунде. То же самое мы пытались сделать в Орчале, в Очемчирах, даже съемочную группу туда послали, но вы знаете, что подбили вертолет. Мирана Гамге, Славика Сакани, Ахру Агаба, они даже их взяли, арестовали, избивали, подвергались страшным издевательствам. Потому что, почему мы их туда командировали, что на Восточном фронте, где никакой информации такой сильной, проверенной, подготовленной не было, чтобы открыть там корреспондентские пункты. Не удалось, но все равно там работали ребята, слава богу. Связь поддерживалась, особенно радио, потому что радио было единственным источником, фактически, который связывал восточные и западные фронты. И
Я к чему говорю? К тому, что когда мы закончили это все это оказалось позади, мы пришли, здесь сгорело здание, где располагалось это крыло в Доме правительства телевидения. Пришлось, значит, временно просить помещение рабочее у Совпрофа Абхазии, у профсоюзов. Мы там находились некоторое время. А сам процесс вещания, как вот вы его организовали в такие сжатые сроки? Этот технический узел продолжали использовать здесь в каких-то примитивных условиях, но редакционные помещения и даже цех абхазского радио, это все, потому что радио вообще сгорело дотла в результате боевых действий, когда освобождали вот Дом правительства. Мне Владислав Егорович поручил съездить на Северный Кавказ, попросить у наших братьев, чтобы хотя бы радио снабдить какими-то техническими средствами. У нас ничего не осталось. Я помню, в Адыгею, Карачаево-Черкесию, Кабардино-Балкарию мы съездили и оттуда привезли. Там такое проявили уважение, такое доброе отношение, как к своим братьям, что нам дали, помню, чешские усилительные новые, репортеры, очень много техники для радио. Ну, для телевидения они не могли, потому что это очень сложная и дорогостоящая техника. И вот так вот мы начинали работу возобновлять абхазского радио, а телевидение тоже, руководство все делало для того, чтобы оно заработало. И журналисты и на радио, и на телевидении, они, я считаю, что совершили подвиг настоящий. Вот это 40-летие, которое мы сейчас встречаем, если хорошо проследить весь путь, это я считаю гражданским подвигом, что люди, рискуя собственными жизнями, шли напролом, добывали каждый кадр ценой большого риска. И я сам участвовал в этих поездках в зону боевых действий, потому что приезжали из Северного Кавказа, оттуда, отсюда. Информационную блокаду мы смогли прорвать. Работу абхазского телевидения очень часто критикуют. А на ваш взгляд, вы в журналистике почти всю свою жизнь. Чего сегодня не хватает абхазскому телевидению для того, чтобы привлечь как можно больше зрителей? Абхазскому телевидению некоторые, допустим, региональные телевидения той же России могут позавидовать, потому что мы получили боевую закалку в 1989 году во время войны. И этот опыт, он позволил повысить в какой-то мере и профессионализм свой, потому что когда человек в очень нелегких условиях, прямо там, где идет война, там, где срываются снаряды, он оттуда добывает свою информацию, он внутренне уже как-то, знаете, совершенно по-другому подготовлен к любой другой ситуации. И в мирное время очень легко ему работать. И в мирное время абхазское телевидение, оно сделало очень много документальных фильмов, очень много выходов на зарубеж, не только на российские телеканалы, но и на весь мир. Это было нелегко. Я знаю, что на одной американской телестудии работал сын Полы Гарп, я его сопровождал, когда он снимал этнографический фильм. 6 человек всего там работало, круглосуточное вещание обеспечивали, но у них огромные зарплаты были. Он назвал такие суммы, что мне даже как-то не по себе стало. А наши за какие-то небольшие зарплаты не хуже умеют делать. И подрастает грамотное молодое поколение. И здесь можно критиковать, конечно. Мне хотелось бы, чтобы больше было точек зрения на ту или иную проблему. Должны быть несколько мнений. Это нелегко успеть, потому что случилось какое-то событие, но вот есть официальная точка зрения, но есть и независимая точка зрения, есть и еще чье-то мнение представителей интеллигенции. Вот это все, и потом журналист смог грамотно срезюмировать все это. И это и есть требование современной журналистики. И потом спецификация. Один журналист не должен писать на все темы. Когда-нибудь вот эта спецификация, вот это более глубокое знание той или иной темы, оно произойдет. 40 лет – это очень маленький срок для телевидения, которое прошло такие суровые испытания. По-моему, у телевидения, у сотрудников не было одного спокойного дня, что они просто посидели бы над творческими своими замыслами и работали. У нас всегда неспокойно. Определенная степень нестабильности сохраняется в Абхазии, и журналисты все время в напряженном ритме работают. Я ценю работу своих коллег,
И я думаю, что мы привыкли к тому, что вот работает телевидение, иногда слабее, иногда сильнее. Но если дать общую оценку, очень немало сделано, и есть значительные успехи, каждодневные новости на абхазском, на русском, субботние аналитические, воскресные аналитические передачи. У нас же мало экспертов. Я вижу, когда вы мучаетесь, приглашая того или иного. Одно дело, что человека можно пригласить, но он сможет ли он свои мысли сосредоточить, так проанализировать ситуацию, чтобы было видно, что это какой-то международный уровень. Телевидение сейчас немало уделяет, я вижу, внимание именно передачам по проблемам развития, сохранения духовной самобытности народа. Потому что политика одно, а если не сохраним мы свою духовную самобытность, свои какие-то свою ментальность, свой облик, тогда мы потеряем все. Поэтому в этом плане я считаю, что телевидение в очень нелегких условиях, когда мало, государство пока не в состоянии такую огромную помощь оказывать, оказывают по мере возможности. Но сейчас даже технические средства чего стоят, вы знаете, как все это дорого приобретать. Понемногу, все равно оно идет по пути прогресса телевидения наше. Я хотел бы от всей души вас всех поздравить с этим замечательным днем. Это, я считаю, общенациональным праздником. Это не только ваш праздник. Праздник всех журналистов и всей нашей общественности. И я хочу поздравить всех, пока еще, слава Богу, стоящих крепко на ногах ветеранов национально-освободительного движения, благодаря которым мы получили такой уникальный идеологический инструмент, как телевидение. Спасибо вам большое, что вы пришли в такой важный для нас день к нам в студию и рассказали так много интересного. Я желаю вам всему коллективу удачи, успехов. Во вторник, 6 ноября, в день рождения абхазского телевидения, в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба состоится праздничный концерт. Начало в 18 часов. Мы приглашаем всех желающих разделить с нами этот праздник. Такими были основные события уходящей недели. Какими они будут, мы обязательно расскажем вам в следующей программе. Всего доброго.